жертвой гнусных злодеяний, совершенных советской властью. Ровно за 24 часа с карты Советского Союза была стерта Чечено-Ингушская АСР. На целых 13 лет перестали существовать целые народы, которые верой и правдой служили своему Отечеству. Зураб, посмотри, кто там стучит? Сейчас, мам! Мам, тут письмо от отца! Письмо. Наконец, письмо. Здравствуйте, мои родные. Сообщаю вам, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Прошу вас передать всем саламошам, нашим родным и знакомым, заверяя вас, что Красная Армия скоро разобьет врага. Недалек тот час, когда мы очистим нашу землю от этой гадины. Мы все верим, что враг будет уничтожен, потому что нами руководит великий Сталин. Дорогой отец, я с честью выполняю твой наказ, данный мне перед отправкой на фронт. Ты сказал: смело, безжалостно воюй с германо-фашистскими бандитами. Ты не только мой сын, ты сын всей нашей огромной Родины. Мой сын, я не забыл про твой день рождения, тебе 15. Ты уже совсем взрослый, береги мать и никогда не обижай. Я оставлю для тебя подарок, носи его с честью. В конце своего письма обещаю вам, что буду бить врага, не щадя себя, а если придется погибнуть, то драться за Родину буду до последней капли крови. Мам, а где подарок отца? Зураб, какой же ты нетерпеливый, сейчас. Так, проходим. Гости. Здравствуйте, добро пожаловать. Проходите. Аза, поставь что-нибудь поесть. Конечно. Пожалуйста, кушайте. Да-да. Тут письмо от отца пришло. Живой, за пастом. Что говорят? Как там на фронте дела обстоят? Воюем, говорят. Победа за нами. Скорее бы, а то домой так хочется. Подарок отца. Да? Эй, ладно, вот и подарок твой пришел. Брат, будь достойным, будь мужчиной. Вот твой подарок. Вот, дорогой. Молодец, брат. Кинжал? Ребенку? Не отдам, он мой! Ах ты, гаденыш! Сережа! Оставь пацана в покое! Это подарок отца! Садись! Сел! Все очень вкусно. Спасибо большое. Вы ешьте, ешьте. На здоровье. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за гостеприимство. Спасибо, старик, за Снова гостеприимство. зовет. Спасибо вам большое. Все было очень вкусно. Ну а ты, пацан, береги мать, пока батя уходит. Что происходит? Собирайтесь. Вы объявлены предателями Родины. У вас пара минут. Предатели. Все наши мужчины на фронте
Кроме женщин, стариков и детей никого нет. Все для фронта мы делаем. Это приказ свыше! Надолго? А что говорят? Собирайте свои вещи. Леху увольнять. Возьмите все, что необходимое. Еду, побольше одежды. Вас ждет долгая дорога. Простите, это приказ. Приказ! Есть приказ! Зураб! Есть Зураб. приказ! Авал, Зураб. Хорошая сталь всегда пригодится на фронте. Мам, что с тобой, мам? Очень холодно. Кругом огромные щели, отовсюду дует ветер. Но надо чем-нибудь прикрыться. Она третьи сутки ничего не ест. Силы покидают ее. Это все, что осталось. Мам, поешь. Мама! Да, что с ней? Мам, да, спять. Дело как бы такое. Твердь содрогнулась, и хлынула вода из глаз. Мальчишка закричал, не видя света, и мир погиб. Так в памяти его картина эта будет жить вовеки. Мне твердят, позабудь дорогие края, где зарыта в земле пуповина твоя, и привыкни к местам, где бесправие и гнет, и забудь про свободу, что в сердце у горца живет. Пусть не ноги и руки сковала судьба, не смириться с изгнанием душа никогда, не опорою гор величавых гряда, мой Казбек, чья вершина, как мудрость седа. В иных краях, заброшенный судьбою, я странствовал от родины вдали, но я всегда носил тебя с собой, о гость моей родной земли. Как сердце матери теплом своим ты грела, я искал настойчиво и смело дороги, что на родину вели. Ты жизнь мою и честь пути хранила, в борьбе дала мне мужество и силу, о гость моей родной земли. Друзья мои, пусть в нашем доме отчим очаг не гаснет больше никогда. Пусть больше никогда, ни днем, ни ночью дороги не отыщет к нам беда. Если радость нам свой путь отметит, пути ее да не приведет обвал. Мы будем для друзей добры, как дети, а для врагов мы будем тверже скал. И да сольемся все мы воедино, как в хлебе, чистая мука с водой. Пусть будет храбрость качеством мужчины, а трусость нас обходит стороной.
Пусть колосится полновесно, шумно, пшеница наша, лучший дар земли. Пусть будут наши старцы столь разумны, чтоб их слова в пословицы вошли. Пусть больших трудностей не знают люди, чем трудность встреч друзей издалека. И пусть свобода наша вечная будет, как наши горы, что стоят века. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Объявляется минута молчания в память тех, на чью долю выпали тяжкие испытания депортации 44-го года. Браво!
слово председателя общественной палаты, декана юридического факультета Ингушского государственного университета Загиева Ильяс. Дорогие друзья, мы сегодня вспоминаем тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны наших земляков, я имею в виду тех, кто остался лежать навечно в степях Казахстана, в Средней Азии, то сегодня говорим о тех, кто мечтал жить на своей исторической родине, но, к сожалению, этого не произошло для многих людей. Мы всегда должны помнить их поименно. Мы всегда говорим, очень часто говорим, необходимо написать книгу памяти, чтобы там были все фамилии, все имена тех, кто подвергся жесточайшей репрессии. Сегодня некоторые исторические деятели истории, ученые, историки, это такая самая изменчивая наука, говорят, что нельзя употреблять термин депортация. Они говорят, что внутри одного государства якобы не может быть депортации. Депортация якобы может быть только из одной страны в другую страну, в другое государство. Внутреннее перемещение населения – это якобы просто насильственное перемещение из одного места жительства в другое. Такое рассуждение не случайно, потому что то, что с нами произошло, это депортация. А депортация, этническая чистка территории по национальному признаку, одно из самых ярких проявлений геноцида. И мировой общественности теперь преподносится мнение о том, что это не было геноцидом, что это не была форма геноцида. Это неправда, это геноцид чистейшей воды. Геноцидное проявление было в пригородном районе 92 году. Конечно же было, по национальному признаку. Тоже была чистка территории. Поэтому мы сегодня должны, вы, молодые люди, должны всегда помнить, был геноцид, была депортация. Но чтобы это не повторилось, мы должны с вами всегда помнить. Мы должны учиться, мы должны накапливать знания и твердо стоять на ногах. Потому что те, кто будет умнее нас, те будут делать с нами все, что хотят. Еще раз, еще много раз. Чтобы этого не было, необходимо, конечно же, иметь, как говорили, горячее сердце, холодный ум и крепкие руки в данном случае. Я всегда с большим переживанием вот встречаю этот день, 23 февраля. 23 февраля 1944 года, среда. Шел снег, сильный снег шел. Так как будто бы земля прощалась со своими жителями. И вот в эту пургу, в этот снег погрузили, повезли, ехали 2 недели, некоторые 3 недели, некоторые месяц, выбрасывали трупы, не давали хоронить. Терпели холод, нужду, но никогда не посрамили свою честь и свое достоинство. Нас спасла наша вера и наши обычаи. Поэтому мы должны всегда помнить, что у нас есть вера, и верить надо искренне, а не тогда, когда нужны деньги. И нужно всегда беречь честь и достоинство национальное. Достоинство и национальную честь. И сохранять нашу идентичность, неповторимую, которой нет ни у кого из других народов.
большой нашей страны России. Поэтому хотя этот день еще день защитника Отечества, наши многие ребята, вы знаете, служат сегодня, да, в рядах российской армии. Этот день тоже надо вспоминать, их тоже нужно поздравлять в этот день. Но особого там такого, так скажем, торжеств по поводу Дня защитника Отечества, особых таких, я думаю, что проводить не следует. Это день траура. Это день скорби. Даже не траура, а скорби. Это скорбь в наших сердцах. Спасибо вам за то, что вы сегодня здесь собрали нас. Спасибо вам за то, что вы есть. Что есть Тимур и его команда. Спасибо всем, кто пришел. Да, доктор. Сейчас хочу предоставить слово человеку с богатой историей. Режиссер-документалист. Он внес огромный вклад в развитие искусства нашей республики. Жаниев Зелимхан Ахмедович. Вы можете, в принципе, не заниматься. Первый год идет. Первый год. Не слышно, не слышно. Я смотрю на вас. Я рад, что молодые растут за мной. Мне скоро уходить надо будет. Слава Богу, в лучший мир. Но те, которые здесь выступали, одаренные, талантливые ребята, очень счастлив, что есть замена. Когда вы сидели, мне было 5 лет. 5 лет мне было. Но самое интересное, что отец закончил партшколу, руководил партийными ячейками, днем и ночью, сутками гонялся за бандитами, с КГБшниками, и говорил матери: Фатима, расскажи сыновьям, почему я 2 часа сплю в сутки. Потому что я люблю эту власть. Я готов отдать жизнь за эту власть. А мать за пинком, как врага народа, с 2 детьми выкинули в Казахстан. За что? Потому что отец любил советскую власть. Вы знаете, трудно передать то, что я пережил. Трудно передать. Я выпустил эти 3 книги свои, вышли. Это «На зоне судьбы», когда снимали с фронтов наших офицеров, солдат. И в выселении память не прощает. И «Хроник», 3 книги не выпущены. Если кто хочет, я могу вчера сделать, подарить вам эти книги. Я не знаю, почему я столько прожил, вот 81 год идет. Наверное, все-таки тело и душа как бы выше, поэтому мне больно, даже говорить больно мне сейчас. Я слушал и тяжело мне было слушать. Я вспомнил очень много погибших, прошедших. Но, мужественно надеюсь. Но Чечня
течение года взяли власть в свои руки, безумно. Там не могли пикнуть, не могли двинуть на танцплощадках, в других общественных заведениях. Ногой не могли шевельнуть. А наверху, конечно, власть у них была. Мы не думали, что власть сразу взяли в свои руки. И никто не смог нам рассказать, не могли. Так вот, я вот Сталина вспомнил. Сталина вспомнил, и подарил ему такие строки. И чем же он думал? И чем же он думал, усатый подлец? Сущий правитель, народу отец. Грязно тупой большевистский урод, выселяя в Сибирь легендарный народ. Вот такие строки посвятил я ему. Этому подлецу, этому сволочу, усатому. Вы знаете, дело в том, что я же был здесь командующий фронтом военно-кавказским. Он приехал и сказал, что если мы не выселим чеченцев гушей, вряд ли мы выйдем немца здесь, на Кавказе. Ну, ничего не имеет значения. Мне надежда моя, и мечта моя выслать ингушей и убрать чеченцев. Тем более мы любили Орджоникидзе, вы же хорошо знаете все. А его нет. Он затаил эту злость свою. Я хочу, чтобы все помнили и знали, что ингуши все стесать змеи. Это невозможно. Вам Путин сказал. Единственный руководитель, который сказал во все услышания по телевидению, что ингуши крепкий народ. Я горжусь, я во всех книгах пишу, что посвящаю своему мужественному, великому еврейскому народу ингушскому все свои книги. Фильмы я снял, 24 фильма я снял здесь, поднимала телевидение здесь, 10 лет поднимала ингушское телевидение. И в Осетии я работал 18 лет, снял там 18 фильмов, снял тоже, все разгромили там, когда война была. Самое главное, дорогие мои, молодежь, это ни в коем случае не забывать то, что вам говорят старшие. О трагедии своего народа. Ни в коем случае, это было, ну что это вот ингуши, там было, забыть надо. Нет, нельзя забыть это. Ни в коем случае. Человек, который забудет эту трагедию, малый, 100-летний, 5-летний, 10-летний, больше ему цена среди своего народа, среди других народов. Ни в коем случае нельзя забывать. Это величайшая трагедия. Трагедия, которая вписалась в историю, в нашу жизнь. Мы бы 17 лет гнили мы. Мы не просто бросили, мы гнили. Извините за выражение, мы гнили, действительно так и было. Потому что мы ничего не могли сделать. Не двинуться, не поступить, не писать, ни стихи, ничего делать. Мы гнили, действительно гнили. Вот, может, я волнуюсь, потому что сумбурно это выступил так. Дорогие мои, я вот хочу сказать всем, если вы хотите, чтобы подарил вам 3 свои книги, я всегда готов сделать тираж. Я думаю, вам понравится. Там о нашей трагедии, о нашей ингушской боли, жизненная боль наша, вековая боль наша. Век, ушедший век, 20 век, это боль наша ингушская. Я подарю вам всем. Кто хочет, пожалуйста. Не забудьте, хорошо? Только напомните мне, я среди подарю, всем подарю. Сейчас сделаю. Ну, еще. Выселение. Транзит эшелон. Ничтожные сталинские
населения. Транзит и шелок. Перед глазами, как сон. Мне не забыть. Никогда, никогда. Это нас завела, закрутила беда. Не забывайте. Паша приятель. Завела, закрутила беда в то время. Тут забегаю, я мальчишка был. 5 человек мертвый лежал. В другой дом. Девочка полная, 3 мертвые лежат. Это Б. Будь вы прокляты. Те сталинские, грузинские и кудратские сучьи породки. Но я стараюсь жить подольше, буду стараться жить подольше. Я сейчас хочу закончить свой роман. Где-то 400-500 страниц должен быть за романом, не меньше. А герои фронтовики, который был снят с фронта, на зоне судьбы это рассказ у меня. А это будет у меня, роман будет у меня. Я должен где-то в конце сентября месяца закончить роман. И я обязательно выпущу этот роман. Я хочу довести до конца, чтобы знали, это целая связь там с другими народами. Это интересная будет тема, нужная тема. И молодежь должна знать, как происходило, что происходило на фронтах после того, как приказ издал Сталин. Ну все. У нас сегодня в гостях представители МИДа города Нургаз, и я хочу предоставить слово начальнику социального отдела Кушловой Светлане Магомедовне. Эти дни мы вспоминаем, эти трагические, тяжелые дни депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Это были действительно очень тяжелые, трагические дни для нашего народа. Мы потеряли очень много родных, близких. Но самое главное, мы с честью и достоинством прошли эти испытания. И мне бы хотелось, чтобы мы и наши дети, наше будущее поколение никогда не забывали, как это было. Года 2-3 назад, я просто хотела вспомнить, мальчик пришел домой, и ему задали выучить стихотворение к 23 февраля. Он пришел ко мне и говорит: мам, я его выучил, можно я тебе его расскажу? Я говорю: конечно, Ибрагим, рассказывай. И когда он начал его рассказывать, на его лице не было абсолютно понимания того, что он говорит. Когда я ему сказала: Ибрашка, а ты знаешь, как это было? Как это тяжело, какие-то тяжелые дни были для наших дедушек, бабушек. Он говорит: мам, говорит, ну, как бы нам говорили, но все равно я так понимала, что он до конца не понимает, о чем он говорит, что он должен передать. И когда я ему все показала, включила и показала эти дни, ролики вот эти вот, после этого, когда он посмотрел этот фильм, это была совсем другая передача этого стихотворения. То есть уже на его лице понятно было, что он понимал, о чем он говорит. Это было 2 года назад, в то время у меня мальчик был в 4 классе. Поэтому я бы хотела, чтобы наше будущее поколение понимало, как это было. Конечно, это тяжело, может быть, где-то не всегда мы хотим своим детям, но все равно это надо. Поэтому я хочу, чтобы наши дети, наше будущее поколение никогда не забывало.
какие трагические дни прошли наши предки. И низкий поклон тем людям, которые с честью и достоинством прошли эти испытания. Баркал, Ялрясхал. И также организаторам сегодняшнего мероприятия я бы тоже хотела поблагодарить. У главы города сегодня не получилось прийти, он у нас в командировке. Спасибо за организацию. И вот эта сценка, сценический образ, который действительно впечатлил. Баркал, Я бы Ялрясхал. хотел точку поставить, одну минуточку сейчас. Сейчас хотим придет. Сейчас одну минуточку. Нету, да? Ну ладно, и все. Баркалшин. День памяти жертв депортации болью отзывается в наших сердцах. Сегодня все мы скорбим, но все же жизнь продолжается, и мы с надеждой смотрим в светлое будущее. Несмотря на неизмеримые потери, ингушский народ выстоял и выдержал, сберег язык, обычаи и традиции. И мы, молодое поколение, не должны забывать несгибаемую волю наших старших, которые пережили эту трагедию. Спасибо вам всем за внимание.